Последние 3 месяца, как и все предыдущие для команды Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, были насыщенными и плодотворными. 22 и 23 июля ВАК принял участие в фестивале игр народов Абаза, который традиционно проводится в Карачаево-Черкесии. Это своего рода олимпиада среди команд абазинских аулов КЧР и других регионов проживания абазин и абхазов. Также в рамках фестиваля в Черкесске прошел форум коренных малочисленных народов России, участники которого обменялись опытом по сохранению языка, культуры и традиции. С началом учебного года Конгресс совместно с Минздравом запустил второй этап диспансеризации в сельских школах республики. Первый выезд в село Чгярда Чимчирского района. На осмотр к врачам также приехали школьники и учителя из села Гуада. Всего врачи приняли около 100 человек. Второй выезд для проведения диспансеризации состоялся в село Псху с 15 по 18 сентября. Эта поездка отличалась своим масштабом и сложностью. Псху — труднодоступное село, поэтому было целесообразно провести там осмотр не только детей, но и всего населения. Всего в осмотрах приняли участие около 80 человек. И эта диспансеризация отличается от диспансеризации, которые проводились за последние 30 лет, тем, что, опять же, на Псху приехал УЗИ-аппарат и КАМАЗ, который возит с собой рентгеновский аппарат. Такого ранее сделано не было. В целом нас в этой поездке очень сильно поддержала администрация Сухумского района, Министерство здравоохранения Абхазии, НИИПИД, который взял на себя анализы. И благодаря таким тесным партнерским усилиям такой большой проект стал возможен. В рамках родительского клуба Конгресс совместно с медицинским центром Альба-Мед провел медико-социальную конференцию «Реабилитационный потенциал детей с задержкой речевого и психического развития». С основным докладом выступил врач-нейрофизиолог высшей квалификационной категории из Санкт-Петербурга Александр Горелик. Конференция объединила врачей-дефектологов, логопедов, педагогов, представителей социальных структур и родителей. Продолжился экскурсионно-образовательный проект Аймадара, направленный на проведение детского образовательного досуга. На этот раз участниками экскурсии Аймадара стали 58 детей и родителей из сел Бедия и Баслав. Поездка началась с посещения национального дельфинария в Гагре. Затем дети отправились в этнопарк Апсны. Школьники узнали много интересного о национальных традициях, прогулялись по территории этнопарка, постреляли из настоящего лука. Последней остановкой стала Новоафонская пещера. Завершилась Ачимчирская школьная лига по футболу. По итогам чемпионата первое место заняла Ачимчирская школа номер 2, второе – команда из села Тхина, третье – команда села Баслав. Призом для всех участников турнира станет поездка в Сочи на матч российской премьер-лиги между легендарным «Зенитом» и футбольным клубом Сочи 7 октября. Одним из спонсоров, поддержавших турнир, стал Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс. Разработали и напечатали учебное наглядное пособие в Бамборскую среднюю школу. Также оказали помощь в установлении стенда с историческими знаменами в Адхарской средней школе, где открылся музей боевой славы. Конгресс при партнерстве с Россотрудничеством в Абхазии отправил и сопроводил 15 детей в знаменитый детский лагерь Арте. ВАК содействовал проведению двухдневной выездной выставки Государственного музея Отечественной войны имени Сергея Дбар. Экспонаты выставки – 30 колыбелей, принадлежавших семье мальчиков, которые впоследствии стали мужчинами-воинами и положили головы на алтарь свободы своей родины. Также Конгресс запустил проект «Письмо», который объединяет письма участников и свидетелей войны, адресованные родным и близким. Истории зачитывают сотрудники ВАК. Видеозаписи опубликованы в социальных сетях и на официальном сайте Конгресса. Премьера фильма «Древняя абхазская броня» состоялась на площадке ГУМа. Картина снята в рамках проекта ВАК и организации Алашара о нематериальном наследии абхазо-абазинского народа Амазара. В фильме раскрывается портрет абхазского воина, элементы и особенности брони, а также процесс ее воссоздания художником Баталом Джепуа. Режиссером фильма выступил Дауд Логуа. По инициативе Конгресса в этнопарке прошел турнир по национально-спортивной игре Аймцакячера. За титул чемпиона поборолись 3 команды. По итогам соревнований победила команда из села Члоу. Второе место заняла 5-я Сухумская школа, 3-я команда из села Лыхны. Участников турнира наградили кубками, медалями и грамотами.
Спросите у других у моих игроков, они все сомневались в победе, но я всегда говорил, не сомневайтесь, мы возьмем первое место. И так получилось, что мы выиграли. У меня эмоции просто нету слов таких эмоций. Как и прежде, Конгресс одной большой семьей системно реализует проекты, направленные на сплочение народа, создание условий для возвращения соотечественников на историческую родину, укрепление и развитие гражданского общества, сохранение родного языка, культуры и традиции. В таком ключе будет продолжаться работа и впредь. Эсма Джикерба, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.